В прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 31 июля. Инфраструктура для жизни. Ни один столичный дом или дорога не уделяется должным вниманием. В Грозном продолжаются работы по реконструкции улицы Абузара Айдамирова. Ноты радости. Участники музыкального проекта «Дека СААС» подарили концерт воспитанникам реабилитационного центра. Как это было? Тепло рук. Вязаные осьминожки стали настоящими помощниками для недоношенных детей. Клуб «Петли добра» передал в перинатальные центры вязаные вещи и игрушки для выхаживания малышей. Возведение новой больницы, реконструкция газораспределительных сетей, обновление дорожной инфраструктуры. Ачхой-Мартан активно развивается благодаря масштабным строительным проектам и комплексному благоустройству территории. О программе социально-экономического развития города Лимда Джамалдинова. Ачхой-Мартан преображается на глазах. Город активно развивается, на улицах кипит работа. Строятся новые дороги, прокладываются инженерные сети, обновляется социальная инфраструктура. Одно из ключевых направлений – реконструкция газораспределительных сетей. С начала 2024 года введено в эксплуатацию более 23 километров новых подземных трубопроводов из запланированных 27. Все соответствует актуальным строительным стандартам и позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение горожан. На данный момент у нас ведутся работы по реконструкции улицы Кадырова, где планируется строительство нового подземного газопровода с общей протяженностью более 4,5 километров. По завершению работ по этой улице следующим этапом у нас планируется строительство около 3 новых газопроводов по улице Мирадилова. Все эти работы связаны с строительством, пусконаладочным процессом и введением в эксплуатацию планируем завершить до начала отопительного периода. Здесь же для защиты улиц от подтопления идет строительство ливневой канализации протяженностью 14 километров. Работы на ряде участков уже завершены, а эта часть на Кадырова в активной стадии. Параллельно идет масштабное обновление дорожной инфраструктуры. Капитальный ремонт проводится на улицах Кадырова, Мамакаева и Харикова. Две из них уже полностью готовы. На третьей завершено 30% работ. По словам местных, живущих рядом с дорогой, на ней из-за большого потока машин поднималась пыль, а после дождя вообще невозможно было пройти и проехать. На фоне этих масштабных преобразований особенно ценны отзывы самих жителей. Значимые изменения происходят и в социальной сфере. Ведется строительство новой центральной районной больницы на 255 коек и 600 посещений в смену. Обновляется и облик города. На берегу реки Хулхулау стартовало благоустройство набережной. В целом проект охватит территорию в 1500 метров в квадрате. Благодаря инициативе главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, Ачхой-Мартан стремительно преображается, превращаясь в современный благоустроенный город. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика. 6 полос и мост на 66 метров. В Грозном идет кардинальное преображение улицы имени Абузара Айдамирова. Масштабная реконструкция охватила почти 3 километра и призвана разгрузить дорожную сеть и создать современную, безопасную, комфортную инфраструктуру. Параллельно в рамках объявленных столицы субботников благоустраиваются и многоэтажные дома. Когда завершатся работы, выяснял Магомед Азиев.
С недавнего времени улица Айдамирова подвергается глобальным реконструкциям. Обновление канализационных путей, расширение дороги, а также внешние облицовочные работы на многоквартирных домах, которые относятся к данному участку. Для ремонта задействованы десятки единиц техники и группы рабочих, неустанно трудящихся для обеспечения должного качества идущих работ. Процесс протекает довольно оперативно, а сроки завершения уже не за горами. Ни один столичный дом или дорога не обделяется должным вниманием. Нацелим такие реконструкции на облагораживание города, приведение его в чистый вид, а самое главное – создание комфортных условий для жителей и ее гостей. Используют в работе самые качественные материалы. Реконструкции затронули и близлежащие дороги, а места поломки бордюров меняют на новые. За благовременную закупку сырья ответственен бригадир участка, из-за чего рабочим не о чем переживать, кроме как выполнения своих полномочий в должной мере, с чем они прекрасно справляются. Благодаря таким инициативам благоприятное будущее столицы, как и всего региона в целом, обеспечено в плане строительной инфраструктуры. С каждым разом изменения касаются, на первый взгляд, незначительных деталей, но именно такое бережное внимание и делает Грозный символом красоты, чистоты и уюта. Магомед Азиев, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В реабилитационном центре имени Тарамова состоялся концерт. Свои музыкальные композиции подарили детям гости, участники музыкального проекта «Декасаас». Их выступление, наполненное искренностью, стало подарком для маленьких слушателей. Об атмосфере тепла Ахмед Рамазанов. Раннее утро в реабилитационном центре имени Тарамова начинается необычно. В этот день здесь ждут особенных гостей, участников проекта «Декасаас». Для многих подопечных центра это не просто концерт, а долгожданный праздник, ради которого они старательно готовились. Сегодня очень много гостей было, очень радостные дети у нас, участники сами очень довольны тем, что у них есть такая возможность принести пользу обществу. И в дальнейшем обязательно у нас такие концерты будут не только в городе, но и по всем нашим районам. Наши участники проекта уже вовлекаются в разные мероприятия, разные концерты, принимают они активное уже участие. Такой большой концерт у нас впервые, но в дальнейшем мы уже планируем продолжить в доброй традиции. Эти глаза полны ожидания. Ребята еще не знают, что артисты подготовили настоящее путешествие в мир музыки. Участники Декасаас приехали не с пустыми руками. Кроме музыкальных инструментов, они привезли целый чемодан терпения, понимания и готовности подарить каждому ребенку частичку своего тепла. Обычно концерт отличается тем, что мы радуем детей, они радуются, им приятно. Для нас это вообще вдвойне приятно, когда ребенок радуется. И для нас это большая мотивация. Да. Первые аккорды, и вот уже привычный зал превращается в волшебное пространство, где нет ограничений и диагнозов, есть только музыка и радость совместного творчества. Дети, которые обычно не проявляют эмоции, начинают даже пританцовывать. Для многих ребят это первый опыт такого близкого контакта с миром музыки. Финальная песня звучит особенно проникновенно. Дети, которые вначале сидели скованно, теперь не стесняются подпевать и двигаться в такт. В этом зале сегодня не было зрителей. Были соавторы этого музыкального чуда. Этот центр сегодня был не просто концертной площадкой. Он стал мостом между теми, кто может помочь, и теми, кто в этой помощи так нуждается. Ахмед Рамазанов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Грозненский перинатальный центр получил вязаные вещи для недоношенных малышей. Подарок медицинскому учреждению сделал клуб «Петли добра». Тепловой комфорт имеет ключевое значение в уходе за такими детьми, поскольку новорожденные пока не могут самостоятельно регулировать процессы теплообмена. Мягкие ворсинки шерстяных изделий согревают и оказывают легкое массирующее действие, стимулируя тактильные ощущения. О том, что именно было передано, Линда Джамалдинова.
В Республиканском перинатальном центре Грозного сегодня теплая встреча. Участницы клуба «Петли добра», созданного при чеченском отделении Союза женщин России, пришли в гости не с пустыми руками. Волонтеры привезли с собой вязаные изделия из натуральной шерсти – шапочки, пинетки, игрушки, осьминожки. Все эти вещи изготовлены вручную и предназначены для самых уязвимых малышей – недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Мы в своей деятельности для эффективной работы создали клубы по направлениям. Вот один из клубов – это клуб «Петли добра». Мы несколько лет тому назад знали, что для перинатального центра нужны такие изделия из чистой шерсти для новорожденных, которые имеют маленькую проблему. У нас очень много достойных, талантливых женщин во всех сферах. И те, кто умеет вязать, наши девушки проявляют благотворительность, покупают шерсть чистую и вяжут эти изделия. В ходе визита организацией был отмечен труд коллектива перинатального центра и лично исполняющей обязанности главного врача Айны Магомадовой. В знак признательности за профессионализм и преданность делу ей вручили благодарственное письмо от Союза женщин России Чеченской Республики. Неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в вашей благородной работе. Председатель ЧРУ цели. В первую очередь хочу поблагодарить эту ассоциацию наших женщин, которая уделяет внимание ежегодно нашему перинатальному центру. Вот эти маленькие осьминожки – это имитация пуповины. Детки схватаются за них. Недоношенные дети – это малыши, появившиеся на свет раньше положенного срока и имеют массу тела 1,5 килограммов. Таким детям особенно важны тепло, забота и стерильные условия. Даже обычная одежда должна быть особой – мягкой, гипоаллергенной, не травмирующей их нежную кожу. Вязаные осьминожки стали настоящими помощниками для недоношенных детей. Их мягкие щупальца, по ощущениям, напоминают младенцам то, к чему они привыкли еще до рождения. Дарит им чувство защищенности и помогает снизить уровень стресса. Уход за такими детьми требует от медиков не только профессионализма, но и огромного терпения. Некоторые младенцы находятся в кувезе, где поддерживается нужный уровень температуры, влажности и кислорода. Каждому ребенку индивидуальный подход. Все это помогает новорожденным набрать вес и окрепнуть. Работа медиков – настоящая борьба за их жизнь. Здесь к таким младенцам трепетное отношение и внимание с большой любовью. С начала 2025 года в нашем стационаре родились 4450 детей. Из них недоношенными родились 874 ребенка. В наше отделение попадают дети, нуждающиеся в медицинской помощи различного профиля, а также новорожденные, рожденные с весом менее 2000 грамм. Для выхаживания детей в нашем стационаре созданы все необходимые условия. Модернизация их проходит каждый день, лекарственное и техническое обеспечение. Неотъемлемой частью в этом процессе занимает профессионализм наших докторов и заботу, уход среднего медицинского персонала. Союз женщин России Чеченской Республики регулярно реализует проекты социальной поддержки, и визиты в медучреждения региона уже стали доброй традицией. Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт о войнах в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.